Сегодня дети из Верхоянского и Кобяйского районов проводят остатки летних каникул в Сосновом Бору и других детских лагерях города Якутска. Здесь им оказывают психологическую поддержку и отвлекают от последствий недавних событий. Очень благодарны. Вообще воспитатели, вожатые очень хорошо относятся к детям. Очень много развлекательных мероприятий. Каждый день у них мероприятия. Вот это понравилось очень. И, как бы это сказать, мои дети пожелали остаться на второй сезон еще. Им так и понравилось. Однако совсем скоро юным якутянам надо будет вернуться в школу. А подготовка к ней, как известно, волнительный этап для каждого ребенка. Комплекты одежды и обуви к учебе закупил Национальный центр помощи детям. Все благодаря слаженной и быстрой работе якутских волонтеров. В частности, Якутского мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. В таком маленьком возрасте, в юном, они уже испытали такое несчастье, которое прям на всю жизнь это практически с ними останется. Конечно, я понимаю, что с ними работают психологи и все это, но в любом случае это останется след памяти. И мы хотим, чтобы этот след остался не только плохой, но и то, что люди есть хорошие, которые готовы этому помочь. Якутский филиал Национального центра помощи детям работает в 4 городах – Нерюнгри, Алдан, Алекминск и Якутск. Это около 40 волонтеров. Свою деятельность ребята начали в 2013 году с поиска пропавших детей. Сейчас же ребята активно развивают волонтерские проекты по всей республике. А совсем скоро будет заключено соглашение с МЧС России. Соглашение с Национальным центром будет подписано в ближайшие дни по сотрудничеству. В данном направлении будет сотрудничество по поиску и спасению пропавших детей, детей, которые могут пострадать при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также по оказанию психологической помощи именно детям, которые могут заблудиться в лесу. И все же Якутский мониторинговый центр нуждается в добровольцах, в тех, кто в любую минуту готов сорваться на поиски и помощь детям. По словам волонтеров центра, мало кто знает об их деятельности, а соответственно и обращений поступает немного. Однако страшнее все же, когда их помощь нужна, признается Олег Попов. Ведь это значит, что кто-то попал в беду. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск.